В Чебоксарах открылся музей чувашской вышивки. Как известно, наша республика с древних времен славится своими талантливыми вышивальщицами, мастерицами шитья, поэтому здесь собраны лучшие изделия национальной вышивки. Министерством культуры была проделана большая работа, и научная, и изыскательская работа. Просто музей, он на таком пустом месте ведь не появляется. Просто нужно провести очень кропотливую работу по изучению нашего наследия, наших фондов, что у нас есть в музеях. И вот это прекрасное учреждение, еще одно учреждение культуры у нас появилось. Сейчас в музее работают два зала, отражающих историю традиционной вышивки до 19 века и ее последующее развитие. Сохранившиеся с тех времен узоры национальных нарядов хушпу, тухье, рубахи рассказывают об истории, культуре и традициях чувашского народа. В музее предоставлена и современная одежда, которая выполнена с учетом модных тенденций. В следующем году здесь планируют открыть экспозиционный зал, который расположится на втором этаже здания. Мы очень хотим, чтобы здесь были еще и помещения для работы с детьми, для проведения мастер-классов. Вот, потому что это великолепно. Вот сейчас на открытии вы видели, что вот мастер, который сидит и вышивает, и по нему видно, как вообще происходит чудо рождения самой вышивки. Чувашские мастерицы издревле знали большое количество швов, отлично владели техникой вышивания. На простом домотканом холсте шерстяными и шелковыми нитями создавались неповторимые узоры, сохраняя на века уникальную историю чувашского народа. Я сама научилась вышивать с детства. Мама научила, и сестры у меня знают вышивать, и сама тоже, и вязать, и крючком, и спицами. А вышивка больше, наверное, в душе сохранилась у меня. Стили исполнения национальной вышивки самые разные. Косая стежка, роспись, крестик и многие другие. Названия всех и не перечислить. В основном мастерицы вышивают нитями мулине. Они сохраняются дольше. Такой простой стежок называется роспись. Для новичка он покажется сложным. Но если этим вы занимались в школе, то рука сама вспомнит, как это нужно делать. Татьяна Салкина, Максим Максимов. «Жизнь столицы».